всем, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Сегодня на календаре 14 августа, пятница. И по традиции в самом начале у нас прогноз погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 8-10 градусов, днем потеплеет до 17 градусов. В Заречье утром плюс 8-9, днем плюс 15-17. В южных Улусах в 6 часов утра плюс 10-15, днем до 19 градусов тепла. В Вилюйской группе утром плюс 6, плюс 9, днем до 16 градусов тепла. В Нижнеленских Улусах в 6 утра плюс 6, плюс 8, днем плюс 10, плюс 16. В западных Улусах утром плюс 4, плюс 11, днем до 17 градусов тепла. В Колымо-Индигирских Улусах в 6 часов утра плюс 4, 8, днем плюс 5, 9. В Янских Улусах плюс 3, плюс 6, днем до 7 градусов тепла. В северо-западных в 6 часов утра плюс 5, плюс 7, днем до 8 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 7 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, днем ожидается плюс 16-18 градусов. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Для вас работает наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Пишите, с чего вы начинаете свой новый день. Также можете с голубых экранов поздравить своих родных и близких. А именины сегодня отмечают Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей и Федор. Также 14 августа подарило этому миру много имен, которые внесли большой вклад в развитие человечества, среди которых можно назвать гения Энцо Феррари, чья фамилия говорит сама за себя. Изначально его предприятие выпускало только гоночные машины, а потом он стал производить и спортивные. А кто еще родился в этот день? Прямо сейчас. 1865 года в Санкт-Петербурге родился Дмитрий Мережковский, русский писатель, поэт, критик, яркий представитель Серебряного века, один из основателей русского символизма, неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе. В этот день в 1928 году родился Сергей Капица, потомственный русский ученый, просветитель и телеведущий, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института физических проблем имени Петра Капицы, профессор, автор 4 книг, десятков статей, 14 изобретений и 1 открытия. Почти 4 десятка лет он был ведущим телепрограммы «Очевидное невероятное», которая впервые вышла в эфир в феврале 1973 года. Сергей Капица включен в Книгу рекордов Гиннесса как телеведущий, имеющий самый долгий стаж ведения программы. Сегодня исполнилось бы 83 года писателю, сценаристу, автору детских книг Эдуарду Успенскому. Его героев, крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина и дядю Федора и многих других знают и любят несколько поколений россиян и не только. Произведения Успенского переведены на 25 иностранных языков и популярны в Голландии, Франции, Японии, Финляндии, США. Сегодня 54 года отмечает американская киноактриса, модель, лауреат премии «Оскар» Холли Берри. В числе ее работ роли в фильмах «Пароль, рыба-меч», «Готика», «Женщина-кошка», «Заклинательница акул», «Тревожный вызов», «Похищение» и другие. Всего в фильмографии актрисы более 40 киноработ. Кто хоть раз побывает на севере, тот никогда его не забудет. Бескрайняя тундра, белоснежные ковры снега. К нам подключается человек, который не понаслышке знает все тяготы и трудности жизни на севере, но родной край занимает огромное место в его сердце. Это Вячеслав Иванович Шадрин, председатель Совета старейшин юкагирского народа. Доброе утро, Вячеслав Иванович. Здравствуйте, уважаемые друзья. Это на юкагирском вы поприветствовали? Да, и на 2 юкагирских.
Ничего себе. Откуда вы родом? Расскажите. Я сам с Верхнеколымского района, села Нелемное. Мгм. Вот юкагирский народ, сколько он сейчас по численности, на какой территории проживает? Ну, данные оперируем переписи 2010 года. 1603 юкагира было. Из них в Якутии проживало 1281. Проживает в 3 регионах. Это вот большая основная часть, 80% в Якутии, немного на Чукотке и совсем немного в Магаданской области. В Якутии они проживают в основном 2 района центра. Это Верхнеколымский район и Нижнеколымский район. 2 центра их проживания. Помимо этого, они еще расселены еще в 3 районах. Это Устьянский, Аллайховский и Среднеколымский. Мгм. А вот какая работа сейчас ведется по сохранению языка, культуры, традиций? Вообще, надо сказать так, юкагирский язык как предмет у нас ведется в 3 школах республики. Мгм. Это в селе Андрюшкино Нижнеколымского района, в селе Нелемное Верхнеколымского района и в школе Арктика Нерюнгринского района, который является базовым для коренных малочисленных народов Севера. Помимо этого, он как кружок ведется еще в 2 школах. Это в селе Колымское, э, тоже Нижнеколымского района, и Казачье Устьянского района. С нашей точки зрения этого, конечно, недостаточно. Мы настаиваем на увеличении количества часов, тем более, что это совершенно 2 разных языка. Есть лесные юкагиры, есть тундренные юкагиры. Языки у них различаются так, что они друг друга не понимают. Вот такая суть. Ничего себе. Надо говорить еще о том, что не хватает учебников, потому что у нас фактически полностью соответствующие требованиям стандартов только лишь на данный момент у нас букварь нижнеколымских или тундренных юкагиров. Но сейчас идет работа над созданием букваря лесных юкагиров. У нас есть, конечно, первое издание 1993 года, но сейчас над новым букварем идет работа, чтобы он соответствовал всем стандартам, требованиям. Мгм. А по Нижнеколымскому, тундренному и юкагирскому у нас сейчас во главе с Институтом национальных школ идет работа над комплектом учебников по юкагирскому языку 2, 3, 4 класс. То есть хотим полностью закрыть начальную школу. Ага. Помимо вот такой вот работы, надо сказать, что у нас много очень общественной работы. У нас в республике, вот в 2, в Черском и в городе Якутске идут занятия воскресной школы, которые проводятся, занятия для желающих. Есть WhatsApp-группы и для тундренного, и лесного юкагирского языка, которые ведутся занятия. В прошлом году у нас были записаны видеоуроки на юкагирском языке. В просторах интернета вы можете найти 2 аудиоразговорника и на лесном, и на юкагирском языке. То есть Для ведется достаточно самостоятельного большая... обучения, да? Да, да, Ага. конечно. А какое вот самое главное событие вот югагирского народа, может, в течение года? Там, вот, например, у народа Сахата вот Иссех, священный праздник, да, а у юкагиров? У юкагиров основной праздник это Шахаджибе. Мгм. Традиционно, ну это тоже так же, как и Сэх, это праздник встречи лета, Мгм. праздник поклонения солнцу. И он обычно всегда проводился в июне месяце. То есть, причем есть достаточно, ну, такой даты, как бы привязки строгой нет, но это тогда, когда освобождается река ото льда, и все роды, племена вот этого бассейна этой реки могут спуститься и приплыть. По Мгм. крайней мере, до 1920-х годов этот праздник практиковался вот в бассейне реки Колыма, и когда практически все юкагирские роды, которые проживали по Колыме, собирались вот где-то в районе Верхнеколымского района, и там обсуждали, вот это был большой такой межплеменной родовой праздник, и обсуждали вот свои вопросы, встречались, проводили разные, в том числе и игры, решали в том числе и брачные вопросы, конечно. Вот такой был праздник. Вячеслав Иванович, ваши пожелания вот своим родным людям, землякам? Ну, я хотел бы, конечно, пожелать, вот времена у нас очень сложные. Конечно, всем большого здоровья, крепкого здоровья. И вам, и вашим близким, чтобы наши северные духи хранили вас. Мгм. Чтобы наше солнце очень такое капризное. Сейчас на севере у нас очень холодно опять стало, местами снег выпал. Я хотел бы, чтобы наше северное солнце хранило вас, освещало ваш путь, дарило вам свое тепло. Ну и главное, чтобы добыча
Это может быть в виде мяса, в виде рыбы и так далее. Всегда была достаточной. Спасибо большое, Вячеслав Иванович. Мы тоже желаем от всей души, чтобы и у вас всегда было теплое солнце, чтобы ваш язык сохранялся, традиции сохранялись, и чтобы с измальства дети знали свой родной язык. Всего доброго, удачного дня. До свидания, Элисиме. О, север, север, ты прекрасен. И сегодня мы много будем говорить об Арктике, но пока предлагаю немного отвлечься и вернуться в столицу республики, в город Якутск. Так хочется, чтобы наш город с каждым годом становился все уютнее, красивее, удобнее. И наверняка многие из вас знают, что по улице Курашова есть пустырь. Что же там можно построить? С таким вопросом наша съемочная группа обратилась к горожанам. По поручению главы республики Айсета Сергеевича Николаева по улице Курашова мы хотим создать новое общественное пространство как продолжение сети общественных пространств вдоль городского канала. Может быть, это будет какой-то павильон, не знаю, в виде крытого экстрим-парка, который так необходим городу. Очень многие уже давно об этом говорят. Может, это будет какие-то, ну, это, во-первых, не капитальные сооружения. Они могут быть достаточно большими, но, может быть, это будет какая-то, не знаю, площадка для того, чтобы проводить там интересные городские мероприятия. То есть приглашаем всех жителей к участию в подготовке открытого технического задания к тому, чтобы мы могли провести архитектурный конкурс, и уже победитель архитектурного конкурса разработает проектно-сметную документацию, мы определим сметную стоимость этого проекта, и уже потом будем искать инвесторов для того, чтобы этот проект мог быть реализован. Я бы хотела видеть здесь скамейки какие-нибудь красивые, фонтанчик можно было бы построить, да, какой-нибудь. Можно было бы велодорожку. Тут рядом колледж, студенты ходят, учатся. Что-то, наверное, молодежное надо сделать. Какую-то площадку спортивную, молодежную, сквер. Отдыхать, посидеть с подружками, поболтать, с внуками гулять. Детей много, детям некуда ходить, гулять. Я думаю, что небольшая зона для малышей, я думаю, было бы очень самое то, что надо. Я прохожу здесь каждый день, и тут не хватает. Вот здесь дороги нету, во-первых, да, мостов нету, чтобы перейти нормально. Нужно сделать большой мост, чтобы все ходили. Ну и хорошую дорогу асфальтом. На этой территории мне хотелось бы видеть некое подобие парка Зарядье в Москве, уголок дикой природы в центре города. Ну, возможно, какое-то спортивное пространство, возможно, да. Какие-нибудь мостики, допустим, через этот канал. Город ждет ваших предложений. Если есть идеи, обращайтесь, а мы продолжаем. На днях аспирант медицинского института СВФУ Иван Попов вошел в число победителей национального этапа международного конкурса «Будущее Арктики». Что за проект у него, что за польза, мы узнаем из первых уст. К нам подключается Иван Попов, аспирант мединститута, сооснователь проекта Джера. Доброе утро, Иван. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что за проект у вас был? Мы, во-первых, поздравляем вас. Благодарю. Давайте рассказывать, что за проект Джера. Джера, медицинский проект под кодовым названием Джера развивался уже очень давно. Основная его концепция заключается в том, что это по сути своей чехол-таблетница, который помогает, собственно, людям в приеме многочисленных лекарств, за которыми надо следить. И, соответственно, помогает их лечащим врачам следить за качеством лечения. В чем его уникальность вот этого чехла? Так как мы в основном ориентировались как на российские, так и на зарубежные рынки, очень много мы видели, что если людям нужно принимать достаточно большое количество лекарств, то они в основном пользуются такими пластиковыми коробками, таблетницами обычными. И получается, что почему мы пришли к концепции чехла, потому что телефон всегда с собой, и, соответственно, телефон может напомнить вам, когда стоит принимать лекарства.
То есть, как я понимаю, вот у меня телефон с чехлом, да? Тут как-то прикрепляю. Да, Ага. да. И там То есть может, он так же, как и в пластиковой упаковке, я могу разделить там по времени приема, там на утро, день. все верно, все верно. Мгм. Как долго вы над этим работали, с кем работали? Мы над этим достаточно давно работали. Мгм. Года 2 назад, наверное, эта концепция, идея только зародилась, можно сказать. Мгм. Команда у нас, конечно, не очень большая, но достаточно компетентная. Мгм. В нее входит несколько людей. Это Петр Афанасьевич Неустроев, Мгм. его сын Петр Петрович. Мгм. Это наш один из лучших инженеров Леонид Мгм. и Вадим Кочубей. Мгм. Вот вы аспирант, вы с медицинского института, будущий врач. С какой сферой медицины вы собираетесь связать свою жизнь? Патологическая анатомия. Мгм. Вот расскажите, пожалуйста, что это за конкурс, откуда вы о нем узнали, и с какой целью вот решили принять участие? Будущее Так как Арктики. я еще аспирант, это фактически студент, я являюсь резидентом бизнес-инкубатора «Орех». И, соответственно, мне порекомендовали принять участие в этом конкурсе. Мгм. Это было достаточно еще давно. Мгм. Вот о том, что я стал национальным победителем, я узнал вот прям неделю назад, наверное. Мгм. Ну, у каждого ученого, разработчика всегда есть цели, да, всегда он чем-то немножко недоволен. Вот ваши пожелания вот своей разработки, своему детищу, что бы вы хотели доработать, что дополнить, и в следующий раз с каким проектом выступить? Значит, что доработать? Мгм. Есть очень много что дорабатывать. Это, конечно, с юридической, с финансовой стороны, некое ПО, и этому проекту еще развиваться и развиваться. Одна из веток развития сейчас — это развитие ультрафиолетовых технологий и перерождение, можно сказать, проекта Джера под современные реалии, как переносного ультрафиолетового рециркулятора, Мгм. которым мы сейчас тоже активно занимаемся. Мгм. Спасибо большое, Иван. Ваши пожелания молодым ученым, телезрителям. Никогда не стоит бояться, и нужно всегда делать то, о чем ты не будешь жалеть потом. Я желаю вам того же самого, Иван, чтобы вы смело шли вперед к своим целям, достигали. И удачи вам, хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Так, а мы продолжаем наш эфир. У нас есть одно поздравление. Дорогую подругу, жительницу Тампонского района, Свинобоеву Тамару Николаевну, поздравляем с 70-летним юбилеем. Желаем всего самого наилучшего, всего доброго, крепкого здоровья, чтобы ты всегда улыбалась в кругу детей и внуков. С наилучшими пожеланиями подруги из Крест-Халджай. Так, а мы продолжаем. Так, раз мы сегодня много говорим об Арктике, давайте немного Арктика в цифрах. Площадь арктической зоны в нашей республике составляет порядка 1608 тысяч квадратных километров. Общая протяженность морской береговой линии составляет 4,5 тысяч километров. К арктической зоне республики относятся 13 районов, в том числе 4 национальных – Анабарский, Жиганский, Оленёкский и Эвена-Бытантайский. Так, численность населения в арктических улусах составляет около 67,5 тысяч человек. Из них большая половина – это сельские жители. Так, а мы продолжаем наш эфир. И к нам прямо сейчас подключается село Андрюшкино Нижнеколымского района.
Это Онегина Слепцова, руководитель народного эвено-юкагирского коллектива «Марол». Доброе утро, Онегина. Да, всем доброе утро, всем привет. Расскажите, пожалуйста, вот что у вас, что за коллектив, сколько вас, давно ли работаете? Наш коллектив работает с 1989 года. Наш коллектив, он, конечно же, является авено-юкагирским коллективом, что это очень преимущественно. В моем коллективе входит в состав 22 человек. Три поколения. Это, получается, дети второго класса, их 9 человек. Есть молодежь, 6 человек. И, конечно же, взрослое поколение. Вот сколько раз в неделю занимаетесь? Какие ваши главные заслуги? Вот вам наверняка как руководителю есть что рассказать о своих. Да, конечно, есть заслуги. У нас есть заслуги, это конечно. Во-первых, мы в 2015 году защитили звание народный. Звание народный. Мы занимаемся в неделю, получается, с каждым коллективом, да, по возрастным, по этапам, мы занимаемся 2 раза в неделю. Вот вы являетесь народным коллективом, да, эвено-юкагирский. На ваш субъективный взгляд, насколько важно существование именно народных коллективов для сохранения этноса, обычаев народа? Это занимает самое первое место. Самое первое место, потому что самобытность и культура это нечто важное для сохранения нашего фольклора, потому что в последнее время вот в основном юкагирский язык, он забывается, и мы стараемся все это сохранять, стараемся все это как-то воплотить в настоящее, чтобы вот именно юкагиры, они вот жили по сей день, и жили они в веках. Вот фольклор, какие вот именно фольклорные мотивы вы учите своим подопечным? Танцы, песни? Да, у нас все получается, все вместе. Во-первых, у нас есть также фольклорный вено-юкагирский национальный коллектив Неривден, где там пожилые люди, это вот наши преемники, наши наставники, вот они нас учат, они нас обучают. Мы, конечно же, берем все у них, все эти обряды, вот, традиции, встреча солнца, обряд кормления огня. И вот этим самым мы, как сказать, тоже обучаем наших детей, чтобы они не забыли наш северный фольклор. Расскажите, пожалуйста, о своем селе, об Андрюшкино. Сколько там проживает человек? Наш поселок Андрюшкино — это самый замечательный поселок. Чем живут Он такой в Андрюшкино? Малокомпактный, но многонациональный. Многонациональное село. У нас есть долганы, есть чукчи, русские, вены, якуты, даже есть немцы, даже есть у нас. Вот, живем, как все нормальные люди. У нас есть интернет. Как сказать, вполне современный поселок. Какой основной вид деятельности? Основной вид деятельности у нас, конечно же, это оленеводство и рыболовство. А вы сами откуда родом, Онегина? Я сама родом, конечно же, своего села Андрюшкино. Я там родилась, я там сейчас работаю. То есть где родились, там и пригодились, да? Вот да. Мы посмотрели ваши фотографии, вы участвуете во многих мероприятиях. Расскажите, пожалуйста, о самых ярких.
Самое яркое воспоминание это было 4-й съезд юкагирского народа, где проходило у нас в селе Андрюшкино. Приехали очень много людей с города. У меня столько эмоций, столько я так переживаю. Это очень много и долго